дорогие друзья, вот это остатки каменного карачаевского дома. Посмотрите, какая кладка. Это фамильный квартал Эркеновых. Посмотрите, какая ширина стенок дома. Метр 20 примерно. Посмотрите, сколько труда. Вот здесь раньше были дома. Благодаря депортации карачаевского народа, благодаря беззаконию относительно карачаевского народа, естественно, эти дома были разрушены. Таких здесь немало. Еще один древний карачаевский деревянный дом. Минимум 150 лет ему. Посмотрите, в каком он состоянии. Посмотрите. Время беспощадно. Все. Погибает культурное наследие. Я задаюсь вопросом, почему такие объекты не охраняются? Почему они погибают? Аул Учкулан. Фамильный квартал Эркеновых. Обратите внимание на каменную кладку. Вот это было основание дома. Посмотрите, как вроде бы бесхитростно, да? Без раствора. А простояло сотни лет. Вот так умели раньше. Обнаружили мы еще один древний карачаевский дом. Ему сотни лет. Какой возраст? Это уже определит экспертиза. Посмотрите. По идее, да? Вот они должны быть в реестре. Должны охраняться соответствующими организациями. Должны быть на балансе. Но они вот такие. Почему? Я не могу понять. Очередной объект. Самая древняя, скажем так, единственная сохранившаяся мельница, водяная мельница. Это Карачай. Аул Хорзук. Тоже, посмотрите, требует реставрации. Этот объект еще не погиб. Почему? У нас есть же организации, которые должны защищать, охранять культурное наследие народов Карачаево-Черкесской Республики. Где они? Почему вот такое чудо древнее, старинное, почему они находятся в реестре для охраны? Я этого не пойму. Кто мне сможет ответить вот на этот вопрос? Кто? Может, кто-то скажет, что это не нужно? Зачем? Я уверен, что нужно для следующих поколений, для наших внуков. Это историческое наследие. 150 лет. Как минимум. Точный возраст определит экспертиза. Возьмем образцы.